Ленинградская блокада – одна из самых трагичных и в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. 2 года, 4 месяца и 10 дней продолжалось великое противостояние. Врагу не удалось сломить дух осажденного города Ленинграда, который жил и боролся из последних сил, и выстоял. Однако тяжесть последствий была невероятной. По разным данным, за годы блокады погибло от 700 тысяч до 1 миллиона человек. На долю блокадников выпали неизмеримо большие испытания. И самое страшное – это испытание голодом. Сегодня наш рассказ о мужестве и отваге солдат, о самих ленинградцах и о невероятной судьбе русской девочки, ставшей впоследствии матерью-героиней, воспитавшей достойных якутян. Мама вспоминала про свою маму так, что во время голода хлеб, у них, кстати, то ли потеряли, то ли украли карточку хлебную. Поэтому ей, нашей маме, вот бабушка наша, получается, давала какую-то, как она, дуранда, да? Дуранда, да. Раньше вот этот сахар, раньше вот калорий сахар, да, его было завернуто на марле. И она вот так завернула, и маме вроде, я, говорит, во рту держала, проснулась, говорит, что-то сладкое, но непонятно, что такое. И потом она вспоминала, оказывается, человек, когда долго не кушает, от голода пухнет, не зря говорят, от голода пухнет, да? Вот она, говорит, и в весе набирать начала. Потом она вот про маму вспоминала, рассказывала, что в одно время, говорит, она холодная стала. Потом, говорит, я поняла, что она умерла с голоду. Ее звали Клавдия Дмитриевна Бекина. Это бабушка. Вот благодаря ей мы, как говорится, сидим вот здесь. Благодаря ей наша мама жива осталась. То есть она подарила свою жизнь своей дочери. Она лежала прямо на своей матери мертвой. Лежала несколько дней, плакала, голодная. И сандружинницы, они, оказывается, обходили все разбомбленные дома. И вот среди этих домов по крику пришли, взломали дверь и нашли мою маму. А крикнуть, слышит, кто-то ищет, там, то и солдаты же орали, кричали, дом-то закрытый. И она говорит, крикнуть не могу и сообщить это не могу. Ну, потом кое-как как-то, ну, ее судьбы открыли, и вот это все, ну, нашли маму, да. Солдаты, которые были, они проверили, что все здания, все подполья, все эти дыры, чтобы никто там это, но чтобы где-то кто-то, ребенок плачет, не плачет, все услышали. И всех детей, вот, которые они спасали, погрузили в баржу, и вот через дорогу жизни, вот через Ладожское озеро, переплавляли на тот берег. Оттуда их уже машинами увозили в детские дома. И самое страшное, она рассказывала, то, что вот пока везли их на этих паромах, как в страшных фильмах, бомбили все время. Ну, некоторые баржи потонули Детьми. Прямо на их глазах, и им, детям, не разрешали выходить. Всех погрузили в трюм, а они через щелку все равно все это видели. Она говорит, даже каждый свист, каждый взлет немецкого самолета, все по звукам определяли. Это какой самолет, какие бомбы падают. Все считали, все это делали. И, говорит, мама, у меня, говорит, отнялись ноги, она ходить не могла некоторое время. Она говорит, я все время завидовала детям, которые умеют бегать. Когда солдаты довели маму до детского дома, да, и у нее она от испуга или от страха, ничего не помнила, ни фамилию, ни имя свое. Потом только, видать, вспомнила, через архив нашли. Вот, и она даже дату свою день рождения путала. То ли в июне, то ли в сентябре. Тут она как бы крещенная же была, поэтому по этим как бы посмотрела, ее имя совпадает в сентябре, Людмила. Поэтому она вот говорила, что это не мое день рождения, вот в июне. У меня, если крещенная, то мое имя Людмила совпадает в сентябре. Да, и точную дату мы не знали, и поэтому, ну, в кругу семьи дважды отмечали день рождения мамы. И она вообще сама, вот лично сама не любила, чтобы это, ну, справлять. Мы, дети, сами всегда соберемся, что надо купим, приедем, там маму стол соорудим, и говорим, мама, сегодня твой день рождения. Да вы что? И вот она, я отсюда звоню, мама,
что тебе принести, какой подарок купить? Она мне, знаете, что говорит? Сынок, мне ничего не надо, мне купи черный хлеб и сыр. Сыр. Все, больше мне ничего не надо, потому что вот блокадное вот это в то время норма же была все, да? Вот это очень, до последнего она вот так просила. Как увидишь, как она кушает хлеб, это вообще завидно. Аппетит поднимает. Аппетит поднимает. А так подвигается. Тонко, тонко Сыр. всё. И сыр тоже так. И главное, она всех нас воспитала, чтобы мы никогда не ныли, чтобы были терпеливые, и чтобы были сильные духом, и чтобы всегда в первую очередь скромность. Нас, говорит, учили не плакать. И вот она говорит, когда привезли их вот в Ростов, получается, да, Переяславль-Залесский, там, говорит, такая улица, нас на этих полуторках перевезли. Возили, а? Вся улица с двух сторон, люди стоят, на них смотрят и плачут. И она говорит, я, говорит, не понимала, почему они плачут, а те-то уже взрослые люди, понимают, дети-сироты приехали Да, из Ленинграда. из Ленинграда. И столько детей, говорит. И вот она рассказывала, как-то они учились, по-моему, сидели на уроке, и на улице начали женщины, старушки кричать, изверги, звери, там, оказывается, пленных немцев ведут. И говорит, давай пойдем посмотрим, что там за звери. А, говорит, у меня, говорит, такое разочарование было. Оказывается, всего лишь люди. Мы-то там каких-то там фашистов, зверей, как там, звери, мутантов каких-то Да, хотели да, увидеть. да, А там, оказывается, всего лишь люди. Говорит, целая улица, колонна такая шла. Да. Всего лишь люди. Но как же они поменяли судьбы миллионов советских мальчишек и девчонок? Среди них была и маленькая Люся, потерявшая в блокадном Ленинграде всю свою семью. После детдома Людмила поступила в педагогическое училище, благополучно его закончила и по назначению приехала в далекую Якутию, о которой не знала ровным счетом ничего. Когда доехали до Якутии, они добирались уже по реке. И, говорит, все время восхищались красотой природы. И когда уже в Якутск приехали, их опять же спросили, возле карты поставили, начали спрашивать, и мама прочитала Депутатск, значит, город, наверное, она подумала, и поехала туда. Прилетели, там тоже, вот, насколько я помню, там ужасная дорога была. Ну, конечно. Они туда приехали, там в то время заключенные были, Да, зэки. да. Поселок И там построился. очень страшная история произошла. Зэки увидели, что две молодые девочки, русские, и где-то машину нашли, и приехали туда, и говорят, мы за вами приехали. А местные парни, якуты, сказали, там никакой дороги нет, не надо с ними ехать. И девчонкам, то есть моей маме и подруге сказали, прячьтесь быстро за стол, под стол. И они спрятались под стол. Те зашли, начали избивать этих парней, начали спрашивать, что да как, где девчонки, давайте их сюда. Они, говорят, уже уехали. Через 2 дня только приехали те, которые действительно их должны были увезти на лошадях. Мама говорит, я лошадь вживую в первый раз тогда увидела. Говорит, до этого не то, что не садилась, я, говорит, вообще не видела. Меня, говорит, туда посадили. По-моему, 10 суток, говорит, мы по этим горам ехали на лошадях. Я, говорит, вся такая опухла. Комары, говорит, страшные комары. Вот столько комаров было, очень ужасно. И когда они до туда добрались, ей сразу дали больничный. В Орлахском наследии Верхоянского района жизнь преподносит Людмиле еще один судьбоносный поворот – встречу с будущим мужем Афонским Дмитрием Иосифовичем. Он сам с Мирно-Кангаласского село Сымах, оттуда приехал в город и учился на киномеханика. И он это закончил и тоже был назначен на Верхоянский район село Орлах киномехаником. Вот и судьба свело их. Вот отец именно развлекал фильмами, а тут приехали 3 учителя, мама и еще 2 там приехали, да, значение. Ну и как культурно, как говорится, куда идти, телевизора нет, танцев нет, ну и туда и пришли в этот клуб. А даже это не клуб, а такой, говорит, очень высокая яранга большая, и там просто простыня белая натянули и все на полу.
Все сидят, и эти зеки и кричат. Ну, кричали как-то время, ну, по-своему. Эй, сапожник, где там твой фильм, давай показывай. А которые с Ленинграда приехали, им же это дико смотрится, как это люди как обращаются. Ну, папа как культурный человек у нас киномеханик. Ну, я не знаю почему, но он по-русски, видать, хорошо это владел, раз с мамой познакомился, правильно? Мама же ни одного единого слова не знала. Ну вот объяснились, вот там и познакомились. И говорит, вот эти Верхоянские горы, очень большое вдохновение на них тоже повлияли. Высокие. Он туда ее водил. Возил. Он говорит, вся поляна, говорит, подснежниками была усыпана. Он говорит, там сидели. У него даже песня была. Да, Родина простора, что ли? Да, Родины просторы. Ах ты, ночка темная, там. Да, Вот это вот, вот да. песня, да. А мама пела: под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Ага, вот эту песню очень любил. На крылечке вдвоем, целый вечер вдвоем. вдвоем. Вот это тоже. Вот. Ну, папа все время кино показывал, поэтому все дети выросли на советских фильмах. Все киномеханики сидят, кроме меня. Они все умеют. Да, и они там работали где-то лет 5. Потом они переехали сюда, на Меган-Кангаласскую улус, село Матта. Я пошел там на 1 класс, якутскую школу. Ни одного слова по-якутски не знал, все плакал, говорю: мама, папа, учите меня, в чем дело. Но дети меня дразнят, даже интересно. Говорю: так, ну, мне предмет научили. Я кое-как тянулся, но все равно старался знать, научился. Что еще интересно, мама наша, да, когда сюда приехали с папой первые годы, вот когда старший сын родился, она же чисто русская. Она заметила, что сыну будет тяжело здесь на якутском языке общаться, в школу ходить. Поэтому она приняла решение, что сама выучит якутский язык. И сколько, вот точно не скажу, понадобилось времени, но она якутским языком овладела полностью. Уже bu manna kelbipin, bu tam torga kelbipin kanna. Соседтерим үйретер болуттар. Сосед жақталарым, оны бұл ол эме нучалы сақалы каян хаябата. 1 класска 2 сыл беремет ол ейін. Оты бұл кuyar болды. Верхоянскайга нучалы болды. Ага, нучалы, барытан тақы мен нучалы. Все время спрашивали маму: ты, говорю, не скучаешь по своим? Она все время улыбалась, но ничего толком не отвечала. Она всю жизнь писала письма в Министерство обороны и куда только не. Когда-то появился интернет, давай найдем, говорит, церковь, где, говорит, меня крестили. Говорит, а давай. И начали вот эти шерстить. Нашли. А оказывается, там во время бомбежки упал снаряд, и все сгорело. Все, на этом вопрос закрылся. Раньше по радио, по местным радиям передавали: ищет такого-то такого, может найти эти. И они собрались в Петербург с папой искать мамину родню. А у нас единственное было, когда мы жили, корова была, и у папы один мотоцикл был. Планета 49. Вот они все это продали, нас оставили родственникам и уехали. Прилетели в Москву, из Москвы в Петербург, ехали на поезде. И вот ехали, мама отцу говорит: что-то странно, говорит, один вот мужчина сидит на меня и смотрит. Мне, говорит, страшно, почему он на меня смотрит? Маме показалось, что он хочет их обокрасть. И сидит, папу толкает, говорит: сделай, говорит, что-нибудь. Ну, что я сделаю? Почему он, говорит, на меня смотрит? Сделай, говорит, что-нибудь. А он только хотел спросить, и тот в слезах сидит и смотрит на мою маму и спрашивает: ты, говорит, не Васькина дочь? И она ахнула и сидит, и понять не может, откуда, говорит, ты знаешь. Да, и слезы побежали. Так это, оказывается, крестный отец попался, представляете? Тот сказал: ты очень похожа на папу. Ну, вот, во все копии. Да. Вот, поэтому он очень удивился, с первого взгляда узнал. И там столько крики, столько радости, столько обниманий. Мама сама удивилась. Судьба, оказывается, вот такая вот. Это крестный отец моей мамы. Прямо в поезде. Разговорились, поговорили. И потом он увез их по родням. И это все длилось около 2 месяцев. Вот они там все нашли, приехали. И она с тех пор там переписывалась.
Для людей, которые живут далеко друг от друга, письмо – это кусочек сердца отправителя. Людмила Васильевна хоть и обрела своих немногочисленных родственников, но не со всеми успела встретиться. И даже ветер времени не смог унести ту боль, которая была внутри нее все это долгое время. Я 3 года подряд езжу в Питер, так как у меня там сын живет, да, к сыну ездим, но заодно. Первый год, когда мы, это как 3 года назад приехали, именно цель была у меня найти этот дом, где жили моя мама и моя бабушка. Мы этот дом нашли, это набережная Фонтанка 133. Фотографировали. Но, к сожалению, мы туда, и моя мечта была попасть, думал, найду именно квартиру вот эту. Квартиру 83-я, по-моему, да, насколько я помню. И, к сожалению, там, оказывается, сейчас, в то время реставрация дома шла. Пришлось только возле дома пофотаться, вспоминать, и ну, очень приятно было. Вот, как говорится, наше начало, где наша прабабушка жизнь свою отдала, и мама вот благодаря кому мы сейчас ходим, гуляем по Питеру. И всегда защищала нашего президента, да. Владимира Владимировича. Это Путин. мой сосед. И не ругай. Дай боже, что-нибудь плохое скажете, вы, говорит, не мои сыновья. Да. Она всегда говорит. Да, оказывается, там, в Санкт-Петербурге, Путин тогда жил рядом, оказывается. По памяти мамы, отец все время ей рассказывал, как называется улица, какая квартира. Кто бы тебя ни спросил, всегда говори Фонтанка 133, квартира 83. Так-то она точно не помнит, говорит, невысокого роста мужчина. Все время ее за руку водил по набережной Фонтанке. И, говорит, прямо около набережной стояла такая кроватка железная, там сетка была. И вместо батута она там прыгала. Когда началась война, в 1942 году его призвали в армию. И он был очень такой своеобразный, очень шустрый, можно сказать, да, человек. И мама говорила, что он написал письмо Сталину. Про что там написал, непонятно. Из-за этого его определили в штрафной батальон. В штрафбат он попал. И в 1944 году он пал на поле боя. Ну, в то время действительно, понимаете, вот это вот НКВД, как будем говорить, очень строго работало. И даже малейшее это, и уже человек то ли предатель, то ли враг. Конечно, Людмиле было предначертано жить и учиться в Ленинграде, в одном из красивейших городов мира. Архитектурные ансамбли, мосты, гранитные набережные, выдающиеся инженерные сооружения. Чего только стоит река Нева, которая была воспета многими поэтами, художниками, композиторами. Но с вторжением вражеских сил изменился не только сам город, но и человеческие судьбы. Как так русская девушка, да, не зная Якутию, вот как согласилась и приехала сюда работать, это уже подвиг. Еще тем более в то время очень удивительно было, что русская девушка, чтобы родила 10 детей. И получила она, мать-героиня, такой большой диплом, красную эту привезли, получила почетный гражданин Мегано-Кангаласского улуса. И до последнего я помню, что мамы приходили, ее ученики, и с высшим образованием, даже ученые есть, но приходили всегда как учителю, как наставника. Ветеран педагогического труда Людмила Васильевна Афонская была известна не только у себя в селе, но и во всей республике. За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования награждена знаком «Учитель учителей». Также по совести воспитала всех своих детей. Самому младшему, 10-му ребенку Аркадию, передала любовь к профессии. Я с 2008 года работаю у себя в поселке, в детском саду. Первый год отработал музыкальным руководителем, так как я по диплому учитель музыки. На следующий год я переквалифицировался, повышение курса прошел и стал воспитателем. И по сей день работаю воспитателем в детском саду у себя. Еще воспоминания, связанные с мамой. Это было в 2012 году, когда я поехал в Москву и сказали, что я победил в всероссийском конкурсе. Я прямо оттуда со сцены звоню маме и говорю: мама,
Я победил, говорю, на конкурсе. Да ладно, говорит, что, говорит, лучше тебя, говорит, никого не нашлось, что ли. Она меня сразу приземлила вот так. Я приезжаю со цветами такой, гордый такой. Мама сидит на кресле, говорит, ну что, приехал? Встретили? Ну, встретили. Иди, говорит, дрова руби. Все. Сразу мне корону сбросили с головы, приземлили. Сейчас, говорит, по спине, говорит, получишь, а то. У нее это фирменная такая фраза была, говорит, успокоишься? Нет, я сразу успокаивался. И мне коллеги тогда говорили, она, говорит, таким образом тебя оберегает, чтобы ты не зазнавался, не зазвездился. Как мама, Людмила Васильевна очень оберегала своих детей. Постоянная забота и переживания чувствовались всегда и во всем, даже когда жизнь висела на волоске у нее самой. Короче, я захожу, мама лежит вся желтая. Ну, такая весь желтая. Что делать, думаю? Ну, не скоро, телефонов ничего не работает. Я весь разбегался, забегался по всему деревне и смотрю, со стороны Тенгулю едет машина, может, помните, нет, ветеринарная машина, вся такая вот, как в бочках такая, вся вонючая такая, все. Приезжают я парни, соскакиваю, говорю, ну помоги, мама у меня, видать, умирает, никого врачей нет. Приехала машина, это мы ее одели и поехали в Бестях, Нижний Бестях. Там дорога не такой асфальт был. Представляете, какая дорога была? Я вот всю эту дорогу маму держал, приезжаю, там хирург русский такой, говорит, да, ты сын? Да, я сын. Он быстро взяли, завезли туда и это, ну, давай, часа 4 или 5, там очень долго. Я стою, сижу, волнуюсь тоже. Ага. А потом выходит весь в крови. И представляете, какая реакция? Я думаю, ну все, потерял, наверное, думаю, маму. Ага. А он мне говорит, ох, какая у вас мама, говорит, героиня. Я говорю, что? Ей поставили обезболивающее, чтобы она это, да? Она всю операцию кричала. Я многодетная мама, я не должна, без сознания. Я не должна умереть. Сохраните меня, у меня детей много. Я не должна умереть. Я говорю, вот без сознания мама ваша, говорит, вот такую вот речь, говорит, это толкала. Считается, что самое тяжелое в воспитании детей – педагогические вопросы. Но это не совсем так. Маме приходится не только строго следить за поведением своих детей, но и перестраивать собственную личность. К счастью, Людмиле Васильевне повезло с мужем, отцом большого семейства, который также взял на себя ответственность за воспитание детей, особенно мальчишек. Помню, мы с малых лет, да, вот у нас отец киномехаником был, всегда мы ходили в клуб, вот эти большие экраны вешали, снимали, эти кинопленки перематывали. Так потом еще за фильмами в соседнюю деревню едешь и на то, что отец еще кадровым охотником всю жизнь был, вот отделка шкур, туда-сюда, это все мы с малых лет все обучено, скажем. Все делали. И потом, когда уже повзрослел, я сами все, ну из нас все вот мальчики, все охотники, все киномеханики были. Очень много привозил андаторов, колонков, зайцев. Ну, то время богатое это было. А как он, когда успеет? Поэтому он приучал нас. Ну, талантливый был на всем. Он и, как говорится, и актер, и артист, и певец. Он вообще-то хотел быть художником. Он немножко учился еще на драмтеатр. Вот знаменитый нас Гаврил Колесов, вот они земляки. Вот. Они играли, они обои в драмтеатрах играли и даже выступали. И был такой случай, они решили нас напугать. Вот. Один оделся шамана, вот, а папа оделся этого, ну, такого старика, который очень, ну, и сидят, играют. А мы-то вчера не знали, действительно, по-старому, как Аланхо пели, да, и там перед костром еще такое вот абага, и такими криками. Мы вчера со стороны увидели, и все под койкой спрятались. А это, кажется, они роль исполняли. Вот у нас отец был вообще активный такой, да. Ни одно художественная самодеятельность, ни одно спектакль. Все спектакли, декорации, рисунки моего отца. И у него была очень секретная книга, которую не давал никому. Но он один раз мне сказал, если эту книгу кто возьмет, вот, книга эту возьмет, он должен от первой страницы до последней страницы не есть, не пить, не спать, полностью все прочитать
Потом после этого ему этот дар дается, но опять же, примет он этот дар или не примет. Вот, отец вот это все сделал. Он принял. Я даже боялся, потому что у него иногда такие сильные эти бывали. Я даже рассказать боюсь. Он в деревне очень многих лечил своим биотоком. Он вот постоянно читал про травы. По весне, летом он всегда собирал. Он знал, какие травы, к чему, как помогает. Он сушил все эти травы. У нас на террасе, я помню, постоянно висели эти травы. И кому что, как, даже вот дети мы болели, он отвары всякие делал. Напей, вот это, говорит, тебе будет лучше. Охотником был, и он вот эти желчи всякие, он вот это тоже собирал, этим сушил, туда тоже как лечение использовал. Вот так с природы он много чего использовал, как лекарство. С утра, аж 5 утра на охоту как уехал и поздно возвращался. Мама в школе все время, да, нас воспитывали в основном братья да сестры. Ну, по вечерам, конечно, встречаемся, вся семья. Нас родители учили никогда не жаловаться, поэтому как-то в этом в плане, да, как-то построже воспитаны. Мама всю жизнь была очень благодарна Андрею, потому что мы все через него прошли. Потому что мама все время на работе, отец все время на охоте, либо на работе, и Андрей всех нас воспитал. Я как старший сын, как говорится, все на моих руках они. Выросли, как говорится, я и мама, и папа, и кормил, все. Но не обидно, а просто, как говорится, тоже вот когда молодой и тоже своим ровесникам хочется вот братья всех бросить и идти убегать. Но это не получалось, конечно. Но что характерно, если я увижу, что мама беременна, уже появляется, когда у мамы живот, у мамы, когда живот появляется, я иду, тихо плачу. Почему? Опять мне не играть, опять мне ухаживать. А как? А как? Вот это все через мои руки прошли. Быть многодетными родителями и интересно, и ответственно одновременно. Кто-то даже видит в этом большие возможности. У взрослых это разнообразный опыт родительства, а у детей – коллектив. Однако в этом вопросе есть свои нюансы и тонкости. Как раз я учился в Тихтюре, жил в интернате, школу заканчивал. Ага, мама беременна была, но я не знал, что близнецы, да? Вот. И вот когда я там начал готовиться к экзаменам, мама говорит: ага, я что-то заболела, такого числа я должна уехать. Июня, как раз первый экзамен мой, ее забрали в роддом, увезли туда, все, родила там, да. И, ну, я сдал первый экзамен и звоню. Ну, что там, как мама там? Она говорит: да, мама родила, все, и туда-сюда. И скрывают, что близнецы. Сказали, 9-й родился, все, а близнецы не говорят. Думают, что я расстроюсь, или экзамены, то что. Мама и папа говорят: да, пришла, все нормально, не беспокойся, там, сдавай, там, живи интернаты, там, как экзамены кончатся, придешь, ага. Получаю диплом, домой прихожу, мама сидит дверями. Представляете, какая реакция была? Я минуту вот так открытым том стоял. Киндер-сюрпризы, да? Я вот так. И сказать маме ничего не могу. И то, что скрыли, тоже вот высказывать не могу. Все. Еще одна забавная история произошла, когда старший сын Андрей только-только вернулся с армии. Я же самый старший. А когда я уходил, у нас было 9 детей. Она скрыла, что это он родился-то. Я приезжаю, в форме стою, мама меня так смотрит, говорит: так, а у тебя, говорит, брат. Я говорю: как, мама, брат, ты же не писала. А это вот родился Аркашка. Вот сколько у меня братьев. Я каждый день выбирал, кто будет меня баловать. Я же самый избалованный, самый младший. Сегодня Артур, завтра Алеша. Братья меня всегда лелеяли, всегда оберегали, всегда это. И мама вот всегда говорила: держитесь друг за друга, никогда не теряйте связь. Даже если поссоритесь друг с другом, не вздумайте долго на это затягивать. И мы вот всегда придерживаемся ее слов. Ну, я думаю, что она оттуда видит нас и очень радуется за это. Я как-то у мамы спросил: а зачем вы, говорит, так много нарожали? Потом мама говорит: я сама сиротой выросла, поэтому вот у меня детей, цель да, была, да, что да, у меня да. детей много будет. Это да, и представляете, вот когда мне 60 лет исполнилось, мама еще жива, все, да. Я прихожу: мама,
ой, как хорошо ты здесь, мы вот это принесли. Она сидела на меня, говорит, ты представляешь, говорит, до сих пор 66 лет человек и мамкает. А я говорю, ты не считаешь себя счастливым? Я говорю, конечно, говорю, считаю, мама. Мама так говорит, самый счастливый Самый из человек. детей, говорит, Андрей. Говорю, Ну, почему? Ему вот сколько-то лет, говорит, а у него, говорит, мама есть. До сих пор мама есть. Ну, я тоже, как Андрей, самый счастливый человек, потому что всю жизнь, до последней минуты я с ней рядом в одном доме, получается, да? Прихожу после работы, и все, мы с ней делимся. И у нее такая черта характера была, она все новости каким-то образом узнает первая. Вся деревня ей звонит. У мамы что не спроси, она всегда знает. Политику она всегда. Да, всегда все знала. Действительно, да, тонкая душа. И, как говорится, да, когда маму вспоминаем, да, действительно, слезы сами заворачиваются, потому что человек действительно легенда. Нет таких людей больше. А когда ее нет, вот очень не хватает, очень не хватает. Помню, я почему-то в детстве всегда боялся тоже без мамы остаться. Очень боялся и думал, не дай бог, вот не станет мамы, как мы будем без мамы. Ну, получилось так, что мама жила до 83 лет. Это очень хорошо, мы уже все повзрослели в то время. Вот. Поэтому я еще в детстве помню, почему-то думал, что мамы не должны никогда болеть. Мама, когда даже заболела, я помню, мама притворяется. Я обижался на маму еще из-за этого. Я тоже как в свое время боялся, что у меня мама когда-то умрет. Когда я нервничала, я думал, заболеет, умрет, думал. И у меня единственная такая мечта была, я перед сном так лежал, себя думал. Хоть бы мама дожила до моих 40 лет. И потом, когда повзрослел, это вспоминаю, оказывается, моя мечта-то сбылась. Я такой счастливый человек, оказывается, думаю. Мамой, конечно, я очень горжусь, что у меня такая мама была. И мама у меня как Бог, как и ангел. Когда мне плохо, всегда у мамы про себя молюсь. Она у меня всегда есть и будет в моей душе. То, что она нам дала, и то, что учила, как и воспитание ее, я сейчас стараюсь своим детям все это дать. Думаю, она самый счастливый человек, что у нее столько детей, столько внуков, столько правнуков. Она богатая бабушка была, и мама, и богатая мама. Я так считаю. И вот это вот ее характер, ее доброта, ее терпимость, это не каждому дано, да? Вот, это очень-очень надо даже без слез нельзя вспоминать. Мама — это целая вселенная, очень огромная любовь, такая, которая нас окружила, подарила стольким детям столько любви, столько приятных воспоминаний. Ни разу не возбранилась с плохим словом, никому не сказала плохого слова, даже не подумала об этом. После разговора с ней остается такое светло, тепло и очень приятное ощущение. И у нас у всех детей есть такое ощущение, пока мы живы, мы несем это от нее к вам в этот мир. Имеем касание к такому большому событию российской истории. Маленькая такая деревня, да, казалось бы, но напрямую связана с Ленинградом. Мама — это, насколько я знаю, насколько я чувствую, девочка, которая выжила. Как человек, она герой, судьба такая.
как новосозданный сосуд, хранит в себе запах того вещества, которое налили в этот сосуд первым. Так и личные качества матери навсегда оставляют след в душе ребенка. Наши сегодняшние герои хранят светлую и теплую память о своей маме, как о выжившей маленькой девочке, которую когда-то от верной смерти ценой своей жизни спасла ее мама. Именно поэтому у наших героев не один ангел-хранитель, а целых два. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.